Ну и снова здравствуйте. Как мы видим, у нас уже весна, а это значит, что пора готовиться к весновке. Сегодня был ночью заморозок, появился небольшой нас, как бы он немного держит. Правда, сейчас уже плюсовая температура и все быстренько отпускает, но мы не теряем этой возможности и будем готовить шалаши, будем готовить плоты. Чем этим займемся, пока держит нас, пока держит озеро. Вот мы приехали к самой землянке, к избушке на буксировщике через озеро. Сейчас я вам покажу. Недели раньше приезжали, прочистили вот наш столик. Вон сколько снегу еще у нас. До этого товарищ приходил, тоже почистил. Вот возле костра он почистил. Эту тропу прочистили мы с Сашкой. Возле избы все прочистили, потому что, чтобы вода туда не затекала. Вот такая вот избушечка. В ней мы будем жить весной. Жить на охоте на уток. Когда откроется озеро, может быть, порыбачим, но навряд ли. Здесь потом времени уже некогда будет. Но пока давай покажем, как мы готовимся к весновке, как мы делаем плоты, как делаем шалаши. Сейчас я вам все это покажу. Раньше здесь был прекрасный бор. Вот такие высокие корабельные сосны. Но случился пожар. Я не знаю, по чьей вине. Кто-то оставил окурок или что. И если здесь вот еще выгорел только низ, мох, беломошник выгорел и деревья остались зеленые, то чуть дальше лес высох полностью. Потому что пожар, видать, выше прошелся там. Высох полностью. И сосна высохла и начала просто падать. Так что мы сейчас эту сухую сосну будем резать и возить, делать плоты. Вот оно здесь с правой стороны озера. А здесь стоял беломошник. Если возле озера еще зеленые, то по центру вон все выгорело. Выгорело, высохло. И вон ветром, ветровалом все ложит прямо. Оно сухое. Это на дрова, потому что толстые. А вот здесь... А вот здесь оно ветром падает тоже. Вот упало туда. Я уже один рейс отвез. Упало сюда. Вот оно. От ветра гнилушка уже снизу прогнила и просто ветром укладывает. И он уже наложилось здесь. Чистить и чистить. Если ездить на буксировщике, уже никак. Все. Вот так вот все падает. И сейчас вот там вот лежит. Вот там вот везде все, что... Короче, все, что лежит. Сейчас мы это попилим. Чуть длиннее корыта, чтобы влезло. Вот я сделал меточку. Желательно было бы, конечно, сантиметров на 30 подлиннее. До 2 метров немного не достает на ширину палатки. Но что делать? Вон. Длиннее я не могу возить. Так оно будет падать. Короче, попробуем сделать так. Если нет, будем потом поправлять. Ладно, сейчас я напилю. И покажу, как мы это отвезем все туда к шалашу и будем делать плот. Плот был, но он уже ушел в болото, теперь мы будем поднимать, то есть на плот ложить еще один плот. Вот с одного дерева у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 отрезков. И с 2 тонких первый раз тоже 6, они потоньше, ну там, ладно, как-нибудь скомбинирую, нормально должно быть. Вот это нормальное дерево, но оно слишком толстое. Так что пойдет на дрова. Хотя на дрова тоже оно не очень-то как крученое. Вон какая. Видишь, высохло и ветром весь лес. Такой бор был. Такая брусника здесь росла. Ну, брусника-то может быть восстановится еще. Но лес я не знаю, что здесь будет. Все сгорело. Вон, все выгорело. Жалко. Такой бор здесь стоял красивый. Осталось вон возле берега, только в болоте что было, его не прихватило. Ладно, ну что, поехали. Поехали. Покажу я вам свои шалаши, свои плоты. На улице потеплело. Через час-два нас уже отпустит, так что надо спешить, иначе можно будет провалиться на озере.
озеро уже таяло, а сейчас последними морозами прихватило обратно. В прошлый раз, когда с Саньком приезжали, почистили снег, вот отсюда тоже дров привезли. Сейчас, если время останется, еще дров привезу, чтобы потом можно было пилу увезти сразу, чтобы не заморачиваться уже с дровами. Сделаю запас, хотя мне хватит и мне, и тем, кто после меня придет. Ну и все попадало, можно вот это будет на дрова потом. Вон избу поблизости. Так, попробуем здесь, наверное, проехать, пока нас держит. Если бы не было ночных заморозков, я бы, конечно, не рискнул, так как лед прогнил уже, он структура льда рыхлая, а тут ручей размывает, и вот здесь лед уже открыто. Чуть только протает, здесь уже сразу утка садится. Но будем надеяться, что успею. Вон оно уже все промыло. Там открыто все уже возле берегов. И вот лед он уже прогнил. Видно, что он был черный, просто морозами прихватило его. Вот на этом озере весной сейчас мы будем охотиться. Когда озеро растает, как раз откроют охоту. А у меня уже будет все готово. Просто если я это сейчас не приготовлю, потом будет очень проблематично. Здесь вокруг озера болотина, на плечах сильно тебя не потаскает. Это раньше я таскал и на плечах все. Вот он мой шалаш. Но напрямую я туда не поеду, потому что оно уже местами было вот открыто. Вон. И туда мне ехать что-то страшновато. Там уже видно, что было, льда уже не было, все открыто, вон, черное. Тут еще белое более-менее. Хотя чуть потеплее здесь тоже будет. А здесь мы будем сидеть. Я что-то поправлю, конечно, здесь. Когда уже озеро откроется полностью, пересяду сюда. Пока озеро закрыто, а болото откроется, будем сидеть здесь. А еще раньше будем дальше сидеть. Там тоже 2 плота у меня. Здесь у Вовки шалаш. Все сделаем, все приготовим. Вон уже тут все открыто было. Вон, вон. Вон. Даже сейчас открыто. И вот здесь открыто. Так, что если врюхаться, то мало не покажется. Надо спешить, пока не отпустила. Так, бревно не дает поворачивать. Ага, вон уперлась. Тикс. Начнем с худых. Вот он мой шалаш. 2 года назад сделали мы плот здесь. Таскали вон с того леса, искали сушняк сваленный. Возили на буране тогда. Толстые бревна. Теперь вот он надо бы, по идее, вот чуть подлиннее, конечно, на полметра. Но нет возможности, так что будем довольствоваться коротким шалашом. Так, ладно. Посмотрим, прикинем. По идее должно хватить уже. Если что, попробую еще крест-накрест, еще выше поднять, да и все. Вон. Бревна. Прошлый год было здесь сухо, бревна были сверху. Прошлый год было так себе.
Сей год уже все. Сей год уже все. Бревна уже в воде. Вон, как мы видим, утонуло все, в болото вошло. Вон. В прошлый раз мы здесь почистили. Вон. И как видим, вон, бревна полностью в воде. Но это еще... Вон они. Но это просто еще озеро стоит. Когда озеро уйдет и вода уйдет, плот будет чуть повыше, конечно. Но когда это еще будет? Короче, принцип действия такой. Здесь все уложу сухими бревнами. Здесь будет стоять палатка. Возле палатки будет мастеть. Или вот подсад. С пихты вот ветки большие обламываю обычно. Выкладываю здесь все. И нормально. Вот тут озеро. Утка садится сюда. Край озера открывается в первую очередь. Там еще лед. Разгуляться ей некуда. Она вся сюда вот садится. Даже без чучела даже не надо выкладывать. А здесь вот болото. Она и сюда садится, сюда. Вот это все. Вот там Вова сидит. Дальше тоже мой шалаш. Там Ромка сидел. Еще дальше там еще один шалаш есть. Вот там тоже двухэтажный уже. Плот, в смысле, я имею в виду. Все это делается, все это таскается, каждый год обновляется. А охота по большой, по сути, идет. 2-3 дня утка летит. Все ждешь, ждешь, ждешь. Утка летит обычно числа к 12-13 мая, вот так вот. А до этого надо все готовить. Охота у нас открывается 11 мая. Так что к 11 мая должно быть все готово идеально. И мы это сделаем. Ну вот и все. Сделал еще рейс. И все хватило. Короче, вот готов мой плот под шалаш. На старый плот выложил сушняка. По краю вот два крупных бревна. Вот и вот. Это на распорку. Вот оно не дает бревнам разойтись. Когда приеду уже на охоту, я привезу с собой 4 скобки. И вот эти толстые бревна по углам свяжу скобками, чтобы они не расходились. Сюда вот раз, раз. И они никуда не денутся, они будут расходиться уже. Ну, а на следующий год, когда это все опять же уляжется, я поверху еще разик вот так выложу. И оно уже нормально будет, прослужит не 1 год, лет 5 как минимум. И по мере того, как плод будет уходить в болото, я буду все наращивать, наращивать. И в определенный момент все остановится. Потому что вон там, сейчас я вам покажу. Так, это у Вовы. А дальше мой шалаш. Там двухэтажного плота хватило. Правда, он кривой получился. Так как изначально мы с Артемом укладывали его на наст. Ничего, зато не на болоте. Раньше мы стояли вот так вот. Как мы видим, вон болото уже начинает открываться, озеро. Здесь уже все промыто. На озеро здесь уже выходить опасно. Я вот объезжаю его. Неделя тепла, и как раз к охоте, наверное, вот здесь все уже будет растаявшее. А у меня уже вот площадочка готова. Ждем открытия охоты, ждем весны. И мы посмотрим и вам покажем, что здесь будет происходить. А пока пойдем обедать. Я уже проголодался. Сделаем еще один рейс. Привезу веток пихтовых, сушняка, выложу квадрат и обвешаю все ветками. И будет вот так вот. Ну вот, завершающий штрих. Один плот уже готов. Вожу материал для второго плота. Вон еще хочу показать. Корыто больше 2 метров в длину и диаметром больше 25 сантиметров. Бревнышки, ну да, сушняк, правда, но вес я вам говорю тяжеленный. Попробуй на себе потаскать. Снег начал уже валиться, а ураганушка тащит. Спасибо тебе, ураган. Что бы я без тебя делал? Ну что, поехали.
Поехали. Вот и приехали. Складываю пока бревна в стороне. Место для шалаша будет вот здесь. Прошлый год я здесь сидел, была болотина такая, лужа. Я сидел на резиновой лодке, только этим спасался. Сей год я на первый этаж этого, я думаю, хватит. Выложу бревнышки, сделаю поперечины и навешаю веток. И у меня здесь будет обалденный шалаш. Вы это все видите. Но пока в стороне, пусть снег тает. Лопата не взял, не почистил. Но ничего страшного. Еще не скоро. Еще успеем. Главный материал вот навезли. Главный материал. О, снег уже начинает валиться, а внизу болотина. Опа! Не знаю, каждое бревно, наверное, килограмм 50 весит по-любому. Текс. Это вообще бедная корыта. Опа. Тикс. И тикс. Опа. Опа, опа, опа. Вот так вот. Материальчик готов. Осталось пару жердинок. 4 жердинки, 2 длинные. Раз, два, 4 длинные. 4 короткие. И потом все ветками заложу. Опа-на. Вот это я довозился. Корыто лопнуло. Не выдержала нагрузок. И лопнула корыто. Беда, беда. Вон. Что-то надо будет думать. Что-то надо будет зашивать, клеить как-то. Натаскался бревен. Вон, вот оно, вон. Ядрит, кудрит, блин. А что делать, блин? На себе же не будешь такие чушки таскать. Ну вот и еще основание одного шалаша готово. Скоро весна, скоро будет охота. Скоро будет все хорошо. Вот такие вот прекрасные места. Весной здесь все оживет. Все оживает. Весной здесь будет все красиво. Весной здесь будет летать утка. Скоро. Скоро, очень скоро. Скоро будет праздник. Но пока я вам показал, как я делаю шалаши, как я делаю плоты под шалаши. Скоро буду показывать охоту. До свидания, друзья. Короче, еще не все. Думал, прикинул, рассчитал. И мне показалось, что 6 бревен будет маловато. Сделал еще один рейс. И привез вот таких вот еще 3 бревна. Вот. Теперь вот 25 сантиметров
диаметров на 9. 2 метра будет точно, даже с запасом 2 с лишним метра. Ну, а на следующий год, если это все уйдет, если все это уйдет в воду, поверх поменьше такие сушины тоже наложу, и все будет прекрасно. Будет у меня сухая площадка. Теперь точно все. Теперь точно до свидания. До встречи на охоте, друзья.